Антон Айортис. Добрый день, уважаемые жители республики. Сегодня расскажу о том, какие меры предпринимает правительство Республики Коми для снижения экономического давления на нашу страну, ну и на республику в том числе, именно внешнеэкономического давления. Мы работаем в постоянном контакте с нашим бизнес-сообществом, это сегодня самое главное. Проводим на постоянной основе рабочие встречи с руководителями предприятий республики. Самое важное сегодня – это не допустить снижения уровня и объемов производства и сокращения рабочих мест. Мониторим также ситуацию на потребительском рынке и тесно взаимодействуем с федеральным центром. И это не просто слова, по сути, в ежедневном режиме мы направляем после встреч с бизнес-сообществом те проблемные и красные зоны, которые возникают, особенно у тех наших предприятий, которые работали на экспорт. В республике работает штаб, оперативный штаб. Вот вчера было первое заседание этого штаба, и на этом штабе разрабатывается целый набор мер, которые мы действительно, дополнительных мер, которые мы разворачиваем для того, чтобы оказать бизнесу первоочередные меры, и точно так же их зеркалим или тут же выполняем те меры, которые были приняты на федеральном уровне. Вы знаете, что 8-9 марта президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным были подписан ряд указов, как раз направленных на помощь бизнесу. Вот напомню, что правительством России введен мораторий на проверку малого бизнеса, предоставлены кредитные каникулы для субъектов малого и среднего предпринимательства в этом году, а также отсрочки по уплате налогов в течение всего 2022 года. Ну и дополнительными полномочиями наделены субъекты Российской Федерации в части 44-го закона. Известный закон по конкурсным процедурам. Так вот сейчас, если речь идет о закупках для муниципалитетов и государственных нужд, можно проводить закупки у прямого или у единого поставщика. Что очень важно, сейчас любая бюрократическая проволочка может как раз привести к тому, что либо цены вырастут, либо просто уже будет товар просто не в том объеме, в котором он необходим сегодня. На уровне правительства республики сейчас ведется подготовка регионального плана первоочередных мер. План этот направлен именно на устойчивое развитие республики в условиях действий санкций. И в нем как раз и будут учтены все те предложения, которые сегодня мы собираем в результате работы с бизнесом, но и не только от бизнес-сообщества, но и также от отраслевых министерств, которые точно так же мониторят ситуацию на территории республики. Зачитаю несколько конкретных мер и предложений, которые сегодня уже проработаны, и на территории республики мы уже их готовы осуществить. Ну, первое, это возобновляем субсидирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на возмещение части затрат, направленных на создание, модернизацию и расширение производства топливных пеллет и брикетов. Почему это крайне важно? Потому что у многих предприятий экспортная составляющая по брикетам и пеллетам составляла до 70%, а у кого-то и до 75%. Соответственно, нам сейчас нужно поддержать эти предприятия. И вторая часть этой поддержки – это кроме субсидирования затрат, мы еще сейчас готовим госзаказ Республики Коми на именно приобретение топливных брикетов в первую очередь и перевод наших котельных, которые расположены в основном в муниципалитетах, которые работают в первую очередь на мазуте, перевод как раз на свои топливные брикеты с тем, чтобы загрузить производство наших предпринимателей.
Также увеличиваем уставной капитал лизинговой компании, это тоже очень важно, и параллельно снижаем процент ставки по лизинговым программам. Это также важно тем предприятиям, которым необходимо взять оборудование, машины в лизинг. Также продлеваем на 2023-2024 годы льготы, установленные субъектом малого и среднего предпринимательства по упрощенной системе налогообложения. В чем это упрощение? В том, что мы сохраняем ставки 3% на доходы и 7,5% при учете налогов по системе доходы минус расходы. И предоставляем субъектам малого предпринимательства, среднего предпринимательства, арендаторам государственного имущества Республики Коми или муниципального имущества право на временную отсрочку на уплату арендных платежей по таким договорам аренды. Далее, предоставление местным бюджетам субсидий из республиканского бюджета на 2022 год на организацию транспортного обслуживания населения. Это очень важно, и мы это сегодня понимаем прекрасно, что у нас все-таки очень много перемещений наших жителей, уважаемых жителей ВАС. Это и по речному транспорту, это и маршрутные автобусы, и маршрутные такси и так далее. Поэтому вот здесь тоже будем предоставлять местным бюджетам такие субсидии. Далее, снижение процентных ставок по микрозаймам. Это в первую очередь микрокредитные компании Республики Коми. Ну, как пример, это микрокредитная компания Республики Коми сегодня уже зафиксировала максимальную процентную ставку по предоставляемым микрозаймам на уровне 9,5% годовых. Понятно, что когда сегодня у ведущих банков ставка уже 20 и более, то, конечно, 9,5% годовых – это очень сегодня хорошая ставка. Также планируем сделать доступнее для предпринимателей микрозаймы по ставке 0,1% годовых через увеличение размера микрозайма от 1 до 3 миллионов рублей и расширение перечня АКВЭД. Ну и для оперативного реагирования на проблемные ситуации все министерства республиканские, в первую очередь это Министерство экономического развития, Минсельхоз, Минздрав, Минстрой, Центр «Мой бизнес» организовали горячие линии, ну и работают практически 24/7, а также дополнительные телеграм-каналы для того, чтобы уменьшить вот этот временное реагирование на те просьбы, на те посылы, которые посылает бизнес-сообщество. И по эпид-обстановке. За сутки мы чуть-чуть выросли от вчерашнего. Вчера было, вы помните, 280 случаев заболевания, сегодня у нас 299 случаев. При этом все равно идет снижение. Ну, в Сыктывкаре, например, за сутки всего 78 случаев. Ну, такого мы уже не помним там с прошлого года. Тем не менее, есть еще напряжение в некоторых муниципалитетах. Карткирос, например, Усть-Цилимский, Усть-Вымский, 27 и 26 случаев соответственно. Ну и следом за ними Интак, Нешпагос, Печора, где 18, 17, 16 случаев соответственно. По выздоравливаем очень хорошо. Выздоровело у нас за сутки более 2000 человек. Это очень отрадно. Койки пока больше не сокращаем, 1762 койки развернуто, занято 1028 коек, вчера было тоже больше на 100 коек, поэтому, в общем, идет такое снижение, а это говорит о том, что все-таки тяжесть заболевания более низкая, чем была в начале вспышки омикрона. Продолжается вакцинация, у нас достаточно много, большой процент вакцинированных, но все-таки я напоминаю, что нужно вакцинироваться, несмотря на то, что вспышка вроде как пошла на спад. Уважаемые жители республики, на этом сегодня вся информация. Всего вам самого доброго, берегите друг друга. До следующей встречи.